программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость, председатель правления Собора русских республики Башкортостан и ректор БГМУ Валентин Павлов. Валентин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте обсудим с вами всероссийскую перепись населения. Вот по данным Башстата активное участие принимают пенсионеры. Да, во-первых, как вы оцениваете важность этого события и как думаете, почему пенсионеры у нас так активно участвуют? Ну вот, перепись очень важное событие. Последняя перепись была 10 лет назад, и за 10 лет у нас гигантские изменения произошли в стране, гигантские изменения произошли в республике. Многие отрасли, они просто перевернулись. Яндекс.Такси появилась, доставка еды появилась. Затем вот уже 2 года практически мы живем в состоянии новой коронавирусной инфекции. Изменились миграционные потоки. Изменилось состояние и благосостояние, и рождаемость. И огромные изменения идут в сфере образования. Изменилось все. И сейчас нужно дать государству рычаг, и нам нужно дать нам всем рычаг для того, чтобы понять точку, где находится российское общество в 2021 году. А вы говорите о том, что у нас традиционно вот пенсионеры и старшее поколение, люди, рожденные в СССР, они это все понимают, но это важно и нужно молодежи. Потому что сегодня 20-летний, 30-летний гражданин Российской Федерации, житель Республики Башкортостан, он должен дать государству инструмент, как оценивать жизнь на перспективу, что нужно ему будет, этому 20-летнему, через 10, 20, 30 лет. Как раз сейчас нам нужно, вам нужно, нашей молодежи нужно принять участие в переписи. Те пласты информации, которые сейчас уже по-другому будут анализироваться, они позволят государству абсолютно другие решения выработать. По итогам прошлой 10-летней переписи были приняты многие программы, в том числе и нацпроект здоровья, да, в том числе был принят сертификат мат-капитала. Вы работаете в медицине. Увидели ли вы сдвиги? Можно ли считать вот эти решения эффективными, да, и как это повлияло на нашу всю жизнь? Абсолютно с вами согласен. Перепись, она тогда показала необходимость введения 2 национальных проектов в сфере здравоохранения. Это проект «Онкология». И огромное количество ресурсов, материального обеспечения было направлено на борьбу с онкологическими заболеваниями. Это проект «Кардиология». То же самое, огромные ресурсы были. И мы скоро увидим плоды этого труда. В онкодиспансере уже там 2 корпуса построено, кардиодиспансер завершает строительство нового корпуса. Это проект, который сейчас будет стартовать по реабилитации, потому что перепись отразила тренды на глобализацию, тренды на увеличение количества пожилых людей. Это вызвало необходимость изменения пенсионной реформы. И сейчас нам нужно эти данные упредить. И самое интересное здесь, особенно для молодежи опять интересное, это способность заявить о себе не так, как видит нас с вами государство, а так, как видим мы сами себя. Это касается абсолютно всех сфер жизни, и образования, и национальности, и вероисповедания, и материальное обеспечение, и тренды дальше, и желания. То есть это очень актуальный, нужный механизм. И чем больше будет выборка, тем больше будет значимость и полезность этой информации. Поэтому, конечно, в переписи в идеале должно принять участие 100% населения. Это не выборы депутатов, когда мы можем пойти, не пойти и проголосовать за кого-то. Это нужно больше государству и нужно государственной машине. А здесь это нужно нам всем. Нам нужно, чтобы государство видело нас, и тогда государство повернется и гражданскому обществу, и каждому человеку. И перепись один из действенных инструментов именно формирования долгосрочных государственных программ. Валентин Николаевич, мы знаем, что Башстат, и Росстат тоже планируют в рекордные сроки обработать, первые результаты этой переписи получить, то есть их уже озвучат в начале следующего года, и после этого уже будут приниматься на государственном уровне какие-то решения. Конечно. Как вы оцениваете такой подход? И плюс мы все еще живем в режиме пандемии коронавируса, COVID-19 мы еще пока не победили. Может ли это повлиять в том числе для того, чтобы принять какие-то глобальные меры? В течение года будут уже полностью результаты обработаны. Если раньше с помощью тех методов серверов, статистик, обработка шла порядка 3-4 лет результатов переписи, сегодня в течение года мы уже увидим результаты переписи.
И, конечно же, это будет для нас, для всех интересно, и мы опять сможем оценить влияние наших программ на те или иные процессы, которые мы сегодня видим и в образовании, и в здравоохранении, во всех сферах жизни. Мы говорим же, что, вы же говорите, что когда-то перепись привела к тому, что были разработаны программы влияния на демографию, материнский капитал был введен благодаря переписи. Сегодня другие, может быть, будут поставлены перед государством задачи, благодаря результатам переписи мы увидим это. Мы, например, вот сегодня видим, знаем, что количество, я как председатель Собора русских, количество русских в республике 37%. Мы понимаем, какие школы должны быть, какие поликлиники должны быть, какие образовательные программы должны быть. С другой стороны, мы также понимаем, идет глобализация, и то, что сегодня мы развиваем англоязычную среду, мы все равно участвуем в глобальном мире. Мы это все увидим, как изменился национальный состав республики, насколько стало больше или меньше людей с высшим образованием. Меня как ректора очень волнует, какие специальности будут востребованы. Да? Мы готовим людей по одной специальности, а работают они по другой специальности. И мы сейчас, благодаря этому инструменту, скоррегируем свои образовательные программы, откроем магистратуру, специалитет по другим специальностям. Это для нас, для всех уникальный инструмент, как планировать свою жизнь, жизнь своей семьи в том числе. Не только для государства, но и для каждого из нас. Скорость принятия решений таких как оцениваете? Ну, мы живем в том мире, где наступила многополярность и где у нас огромное количество сейчас факторов, которые влияют. Это факторы неопределенности. Мир стал очень мобильным. И для того, чтобы принимать в условиях неопределенности вот такой временной правильные решения, нам нужна базовая правильная статистика. И мы опять идем к переписи. Валентин Николаевич. А решение иногда нужно принимать моментально. Валентин Николаевич, вас можно назвать человеком, который работает в здравоохранении конкретно по всему миру. Да, вы знаете картину не только по нашему региону, но и по всей стране, и можете сравнить ее с другими даже странами. Как вы считаете, куда может привести нас вот эта вот перепись, да, полученные данные, что они могут дать нашему региону и чего не хватает, пока мы находимся в режиме ожидания вот этих итогов опроса? С вами я тоже здесь согласен. Перепись, особенно сегодня идут нерабочие дни, это тоже хороший момент. Мы говорили, что это хороший момент для того, чтобы пойти вакцинироваться, но это стало аксиомой вакцинация, и каждые полгода ревакцинация. Сегодня это аксиома для каждого цивилизованного человека ответственного. С другой стороны, это также возможность либо через госуслуги, либо через переписчик. Если к вам не пришел переписчик, легко сделать это через госуслуги. Для нас это всех еще и возможность использовать для реализации этой государственной программы, этой государственной задачи принять участие в переписи. Для того, чтобы понять, кто мы, где мы и куда мы движемся. Кто мы, откуда, куда мы идем. Понять, куда движется страна в массе. Каждый из нас строит свою жизненную траекторию. И мы с вами знаем, что мы будем делать через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет. Вы должны знать, что вы будете делать, где вы будете сидеть в этот день через 50 лет. И для этого нам нужна базовая статистика сегодня. Мы увидим, куда идет республика глобально. И это возможность для каждого человека построить свою траекторию развития. Куда мы пойдем, как мы будем меняться, как эти изменения, а сегодня изменения, они же начались, и они быстро происходят. Мы с этого с вами начали, что интернет вещей, интернет медицины, цифровизация экономики, это уже вызывает каждому из нас, да, стали мы чиповать домашних животных, а может быть завтра мы начнем какие-то электронные, химерные и прочие технологии внедрять в большем объеме и в здравоохранение тоже. Как нам развивать сельское здравоохранение? Сколько людей у нас остается на селе жить? Как будет меняться глобально лицо республики? Как будет меняться глобальное лицо города Уфы? Станет ли Уфа у нас 2 или 3 миллионным городом через 10 лет? Сегодня мы должны оценить,
глобальные тренды развития страны и понять в сравнении с остальным миром, куда мы идем. Потому что мы должны быть абсолютно, я здесь согласен, что мы должны иметь общемировой тренд развития. И как наши маленькие города будут вписаны в этот мировой тренд развития. Это много вопросов, для решения которых и нам, как гражданам, нужна объективная информация. И правительству нужна объективная информация для того, чтобы принимать правильные управленческие решения. И то, как будет выглядеть республика в целом, как мы будем выглядеть, будут приниматься решения не на федеральном центре. Всегда было, если вы хотите метро, город должен быть миллионным. Да? Сегодня, прежде чем большие транснациональные корпорации открывают магазин, тот же Ашан, ту же Икею, они смотрят количество людей, смотрят количество платежеспособного населения, будет ли это выгодно. И нам, конечно, нужно, чтобы мы не показали меньше населения, чем живет на самом деле у нас в Уфе. Поэтому нужно быть активными. И в каждом районе. И нужно это выгодно нам всем. Каждый человек, который принимает участие в переписи, он понимать должен, и, наверное, все понимают, что это выгодно, напрямую выгодно каждому из нас. Выгодно записаться, если ты русским, мы понимаем, что будет большее количество школ открыто. Да, если ты таджик или если ты чуваш, выгодно показать, что ты таджик, или ты чуваш, или ты татарин, башкир, и ты живешь здесь. Да? Потому что ты перед государством этой переписью поставишь задачи. И можно будет требовать. Это формирование гражданского общества. Мы с вами как граждане, как союзы граждан, можем требовать тогда государства. Да, мы, товарищ государство, мы дали, мы рассказали, что мы такие. Теперь любите нас такими, какими мы есть. Поэтому мы призываем всех активно принимать участие в переписи населения. До 14 ноября это можно сделать. До 14 ноября либо у переписчиков, либо очень просто через госуслуги, через личный кабинет. Я призываю всех принять участие в этой государственной программе. Спасибо большое, Валентин Николаевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был председатель правления Собора русских Республики Башкортостан и ректор БГМУ Валентин Павлов. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.